Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз Советбек жана образ аттуу телеочеркибизден Кыргыздын аты өчкүс таланты, сахна өнөрүнө даңаза жана көпчүлүккө кумир болгон театр жана кино артисти Советбек Жумадылов жөнүндө сөз кылганы турабыз. Я только требовал дисциплины, так что совесть моя совершенно чиста. Мы будем молчать. Ты понял? Жогоруда өзүңүздөр көрүп болгондой, Советбек Жумадылов Кыргыз Совет театр жана киносунда көптөгөн драмалык, трагедиялык жана комедиялык маанайдагы ролдорду эң мыкты актерлук чеберчилик менен аткарган. Анын театр жана кинолорду чагылдырган Ашырбайы, Войницкий, Эзоу, Отеллосы, Омар Хаямы, Кылымгардар бир күндөгү Эдигейи, Байзагы, анын Жамбылдагы Сарыбайы, Каныбектеги Айдарбеги, сахна жана кино өнөрүндөгү эң жогору бийиктикке чыккан образдар болуп саналат. Алардын ичинен биз эки гана тасмаларга кайрылабыз. Красивые цветы. Ага, очень. Но только киргизы о них говорят. Что, Батыр? Не узнаешь? Кизяку место в мешке достойного благородного. Ну, Бахтыгул, видно, пришло наше время. Сегодня же ночью на табуны Сальмена возьмешь десяток джигитов. Мына сиздер азыр эле көргөндөй, бүгүн биз сөз кылчу тасмалар Ысык көлдүн кызгалдактары жана Караш-Караш окуясы. Бул туурасында биз маалымат алуу үчүн ушул тасмалардын режиссеру, СССРдин эл артисти, мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Болот Шамшиевке кайрылдык. Болот Төлөнович, сиз оюңузду орус тилинде кенен айтат эмеспи? Ошондуктан суроолорду кыргызча узатсам, сиз орусча жооп бере бериңиз. Аны үчүн телекөрүүчүлөрдөн кечирим сурайбыз. Сиз Советбек Жумадылов менен биринчи жолукканда кандай таасир калтырды ал адам сизге? Жана качан жолуктуңуз эле? Ну, я не могу сказать, что я очень хорошо знаю. Я знаю только в пределах своего общения. Это, безусловно, фильм «Караш-Караш». Это фильм «Тактагул», где я работал рабочим, микрофонщиком, и он там снимался. И Алай Макисекуль, правда, промежуток большой, 58-й год и 68-й год. То есть это в течение 10 лет, вот с 58 по 68 год, я могу сказать, нет, даже какой, 68 год это Караш-Караш. Вот. А Алай Макисекуль это уже 71 год. Так что в течение вот где-то 13-14 лет.
Вот. Я могу вам сразу сказать, что, во-первых, очень похвально то, что вы вот решили взяться за эту тему, потому что у нас есть очень много забытых великих людей, а Джумадилов, безусловно, относится вот к этой породе, к этой категории выдающихся талантливых кыргызов, вот, которые незаслуженно забыты. Джумадилов, вот прошли годы, я никогда его не забуду. Это человек выдающийся, и мне очень жаль, что мы... Вообще, не только Джумадилов, я перед многими чувство вины, что я не мог написать ни сценарий, не владел деньгами, чтобы запускать фильмы, снимать их как можно больше, потому что каждый был достоин экрана. Вот. А мы... Саидбек Жумадылов караш-карашта дагы, Ысык-Көлдүн кызгалдыктарына дагы Сүймөнкул Чокморов менен карама-каршы образдарды жаратты. Кандай деп ойлойсуз? Экран артында алар бири-бири менен жоо эмес беле? Мамилеси кандай эле? Во-первых, я же не мажу краской черной. Если этот Мырза Джараспай, значит, негодяй, вот, богач, вот, который бедняка этого Чокморова, там, этого Бахтыгула, вот, унижает. Нет, ни Джараспай не был плохим, даже отец контрабанды. Хотя отец контрабанды, конечно, человек, который занимается наркотиками, их надо стрелять еще. Это страшная вещь. Вот. Работая над Алым Акимсыкулем, потом я, естественно, пришел к Волчьей яме. И Волчья яма показала какой-то страшный бизнес. Вот в советское время существовал черный бизнес с наркотиками. Вот. И конечно, Джумадилов мог сыграть роль вот этого, Бабахана. Бабахана мог бы сыграть. Но я, честно говоря, дал слово Кожабекову, Кененбай Кожабекову. Саидбек Жумадыловдун жараткан образдарынан улам биз көрбөгөн турмуштагы терс каармандардын күчтүү образдарын байкайбыз. Жана ишенебиз. Буга чыгарманын өзү түрткү болот эмеспи? Ал эми сиз тараптан кандай жардамдар болду? Ну, во-первых, свободы у артиста кино нету. Артист, когда приходит в кино и становится перед камерой, он полностью зависим от режиссера. Потому что снимаются эпизоды, сперва финал, потом начало, потом перебрасывается в середину. И тогда любой артист запутается. Только режиссер в голове все это держит, чтобы сохранить единую линию. А в театре, да, ты вот начал с первого акта, и до последнего акта, до последнего действия ты работаешь, играешь, и ты можешь выстраивать что-то свое. А в кино нет. И в этом смысле, конечно, Саидбек, тем не менее, прочитав сценарий, он сценарий этот всегда помнил, вот, и в нем был вот великолепный механизм. Вот что такое механизм актера? Знаешь, вот как бы невидимо какая-то кнопочка есть. Вот он с тобой разговаривает нормально, вдруг нажал кнопочку какую-то внутреннюю, и это уже другой человек. У него другой взгляд, другие там движения, манера. У него в словах сквозит какие-то такие интонации, которые присущи именно вот совсем другому образу и так далее. И в этом смысле, конечно, это величайший был артист вообще. Сдаюсь. Веди к своему хозяину. Может, дадут тебе лишний кусок хлеба за то, что поймал отца контрабанды. Отойди, Калыча. Нет, Байзак. Как отец контрабанды ты мертв. Но ты нанес мне оскорбление. Я с тобой рассчитаюсь по киргизскому обычаю. Или ты кровью своей смоешь мой позор, или я унесу его с собой в эту пропасть.
пожалуйста. Если говорить о моих проблемах, я могу сказать, что как режиссер, я же ведь подумал, Чокморов крепкий, сильный, руки вот такие и так далее. То есть видно, что он батыр. А Джумадыл, он же невысокого роста, такой, значит, кругленький и так далее. Я подумал, что я сделал ошибку. Что я когда начну снимать, и Байрениш башталганда, то, значит, получится как бы игра такая удава и кролика, несопоставимые какие-то величины. Однажды я случайно попал на одного бандита. Это было вечером. Вот. Ну, обыкновенный человек был. Но он на меня так посмотрел, я покрылся холодным потом вообще. То есть я увидел, что ему ничего не стоит меня убить. Вот если ты не дурак, ты это чувствуешь. Вот в Джумадылове было вот это, какое-то вот это переключение, когда в нем уже суть вообще этого бандита, разбойника и так далее. Вот. То есть здесь не было комикования. И все смотрели, ну, слушайте, сколько лет, это Венецианский фестиваль была картина послана, потому что это был не конкурс, а просто для как информационный показ. Вот. Но он и получил хорошую прессу. В Страсбурге получил премию, вот, как по правам человека. По правам человека. Тогда вообще для нас вообще это было дико, что такое права человека. Есть права власти и так далее, а ты уже никто, ноль. И вдруг фильм Шамшиева дают в 1971 году в Страсбурге дают премию за права человека. Кээ бир кинолордо бай манаптардын маданиятсыз, өзүнө жарашыксыз кийингенин, тамак ичкендерин көрөбүз. Ал эми сиздин Караш окуясындагы Жараспайдын образынан казак-кыргыздардын жогорку маданияттагы аристократ мырзасынын образын келтире ойногон Саидбек Жумадылов. Негизи бул туурасында бир-эки ооз сөз айта кетсеңиз. Честно говоря, я же сделал ему грим Абая Кунанбаева. Я думал, в Казахстане, ой, оказывается, вот живой Абай Кунанбаев, надо его снимать. Это. Ничего подобного. Вот настолько в Казахстане местничество внутреннее, ведь близко никогда его не пригласили на эту роль. Хотя мы, кыргызский кинематограф, половина всех, понимаете, артистов Казахстана, все снимались у нас. И у Толеона Шаки, и у меня, у Мельса Букуева, у Гены Базарова. Все, всегда. Мы были настоящими интернационалистами. А наших артистов туда. Вот. Это только потому, что этот, как его, Акеев на свой лютый пригласил туда. Караш это чисто киргизская картина, она была снята здесь, в Кыргызстане. Вот, на кыргызские деньги. Эмнегедир сиздин кинолоруңуздун баарында Саидбек Жумадылов терс каармандардын ролун ойнойт. А эмне үчүн оң каармандарды ойноого чакырган эмессиз? Нет, ну что, это, у него есть роли в других фильмах. А мне дело в том, что мне нужен был артист, который бы сыграл эту роль. Я извиняюсь, режиссер же, это же, он же должен быть реалистом, практиком. Ну зачем себе голову ломать, когда тебе человек должен прийти и тебе должен сыграть? Почему я должен играть за артиста? Он за это зарплату получает. Поэтому каждый режиссер старается собрать хороших артистов, хороший ансамбль. Сиздин учуруңузда кинону жаратуудагы кыйынчылыктар, ушуга токтолуп кетсеңиз. Дело в том, что когда снимали фильм «Мы тогда», 50-60 лет назад, и сейчас то, что снимают, это ну, просто небо и земля. Сейчас, я извиняюсь, снимать кино, я смотрю, как вы снимаете, это курорт. У нас камера была 150-200 килограмм. Ее обязательно должно было несколько ассистентов операторов таскать. Там грузчики работали, а не ассистенты еще. Я сижу 3-4 месяца, пока из Ленинграда, из лаборатории привезут материал, а этот материал в браке.
И все это надо снимать, а уже 3 месяца прошло, уже лес там срубили у меня на Волчьей яме. Всю рощу вырубили. Мы пришли, а там одни пеньки еще. Понимаете? Так что это не сравнить, это вообще невозможно даже. Жумадыловду сиз актер катары абдан жакшы сыйлайсыз. Албетте бүткүл кыргыз эли да сыйлайт. Сизге бергим келип турган суроо, эмне үчүн ушул искусство дүйнөсүндө улуу адамдардын турмушу бир түз сызыкта жакшы маанайда өткөн жок? Ну, во-первых, это очень закономерный вопрос, Айжан. Дело в том, что артист без личной жизни, вообще человек. Вот Айжан журналистка. А какая у нее личная жизнь? Что, почему, какие мысли? Ну, это же невозможно. Это надо всегда в объеме давать, в трехмерном пространстве. Вот. И, естественно, были, например, какие-то моменты, когда Джумадул исчезал со съемочной площадки. А те, которые ему завистники, к сожалению, в искусстве много завистников. Они говорят, ракете алды вообще, масс болып жүреді. Но я Джумадылу ни разу пьяным не видел. За сколько лет совместной работы, за 14 лет, я его ни разу не видел. Или он от меня прятался, я не знаю. Все прекрасно знали, что я ненавижу пьяницу. Вот. Но я его ни разу не видел, вот честно скажу. Вот. Ну, насколько я вот слышал, и то, что я видел, у него, конечно, были проблемы. Проблемы внутренней жизни. У него была жена больная, она, по-моему, мучилась какой-то страшной болезнью лет 20. И ведь он это мужественно терпел. Все это выносил. Вот. Потом атмосфера в театре была такая против него, обструкция какая-то. Ведь я, когда он меня начал сниматься, хорошо, вот, он не работал в театре. Это я уже помирил на съемочной площадке Муратбека Рыскулова. Я таким бесплатным адвокатом выступил и стал уговаривать. Говорю, Муке, Аксакал, какой артист. Ай, ал жақсы артист. Өлгенде мас болып жүреді, в общем, и так далее. У нас, к сожалению, в советское время, вот чтобы вот человека опорочить, все время на аморалку давили. Или он алкоголик, или он бабник. Ну, у него был роман. Я видел, как я работал на Токтагуле, это был 58 год. Мы снимали «Высокота». Вот, незабываемые дни, потому что это мое первое кино. Вот, до сих пор запах кино у меня вот в носу стоит. Вот. Я только школу окончил и пошел рабочим на киностудию. Вот. И у него был бурный роман с Бакен Кадыкеевной. Ну, Бакен, она такая красавица, отпад полный. По-моему, она самая красивая. Вот Бибисара, Абишаналиева и Бакен Кадыкеева, вот две красавицы. Такие, знаешь, легендарные. Вот. О них надо песни складывать, поэмы, надо роман написать. Вот. Но, к сожалению, у нас хороших писателей никто не платит, а просто работать в стол, в ящик. Это должен быть большой энтузиаст человек. Вот. Поэтому мы объединены, мы бедные. Бедные, потому что мы своей истории не знаем. Мы не знаем своих великих. Мы не знаем, понимаете ли, какая широта души, например, была у Айтматова, или у Виссари-Вишаналиева, или у Джумадылова, или Бакен Кадыкеева. Мы же ничего не знаем. Мы знаем только вот там на Форрест Гамп какой-нибудь в Америке. Мы знаем, что какой-нибудь там академик Павлов, например, в России. Потому что мы питаемся чужой, понимаете ли, культурой. Болот Өленович, бизге чын дилиңизден аңгеме куруп бергениңиз үчүн рахмат. Ден соолукта болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз актер Саидбек Жумадылов менен кинорежиссер Болот Шамшиевдин бирдикте жараткан тасмаларына кайрылып өттүк. Мүмкүн кийинчерээк дагы башка тасмаларына токтолобуз. Саламатта калыңыздар.